На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Президент Абхазии Бадра Гунба и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провели рабочую встречу в рамках Петербургского международного экономического форума. Научная конференция «Светская и духовная словесность в историко-культурном контексте» проходит в Абхазском институте гуманитарных исследований. 23 июня на Абаза ТВ первая часть проекта «Миротворческая операция по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта». Мы продолжаем цикл документальных фильмов «Как это было». Президент Абхазии Бадра Гунба и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провели 19 июня рабочую встречу в рамках Петербургского международного экономического форума. Обсуждались перспективные направления сотрудничества и совместные проекты. Наши отношения развиваются. Есть несколько вопросов, которые мы уже совместно проработали. Это сейчас прорабатывается вопрос о передаче скорой помощи. Троллейбус. И скорой помощи тоже, машина скорой помощи, троллейбус, ряд техники. Поэтому я думаю, что там, в ближайшее время эти вопросы будут решены. Мы это сделаем. Мы хотели бы отметить, что отношения у нас очень хорошие, даже дружеские с некоторыми членами правительства. Поэтому нам уже пора подписать соглашение совместное, чтобы больше развивать отношения. Но еще главное, как вы говорите, нужно развивать еще и горизонтальные связи. Мы могли бы там подписать пару соглашений между нашими районами и районами Абхазии. Надо посмотреть, там есть предложения кое-какие, надо просто рассмотреть и то же самое сделать. Ну, в области здравоохранения, образования очень важно, чтобы могли и студенты учиться, и в колледже могли бы мы принимать не только высшие учебные заведения. Ну, и мы готовы делиться по вопросам на коммунальной системе, у нас хорошо транспорта. Вот, ну, туризм, само собой, разумеется, для нас это одно из важнейших направлений. Поэтому рады всегда видеть вас. Добро пожаловать. Абхазия для нас родная, братская, я бы сказала, республика. Хотел прежде всего вас, уважаемый господин президент, поздравить с избранием, убедительной победой. Это большое доверие народа. Эти отношения выстраивались веками, и мы намерены укреплять эти отношения. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить за возможность сегодня встретиться. Для нас Санкт-Петербург, история Ленинграда еще. Это наша общая история. Мы чтим память тех людей, которые самоотверженно защищали этот город. И, конечно же, сегодня настало время созидать, сближать народы. В этом смысле мы нацелены реализовать проекты, которые позволят нашим гражданам быть ближе друг к другу. Пользуясь случаем, благодарю за те направления, которые вы уже отметили, в рамках которого мы планируем взаимодействовать. Вы знаете, что у нас республика динамично развивается. В этом году мы открыли международный аэропорт. Очень надеемся, что география городов России расширится, в том числе и Санкт-Петербургом. Ждем прямых авиасообщений. И, конечно же, это придаст особый импульс нашим взаимоотношениям. Совершенно правильно и справедливо отметили о необходимости подписания соглашения между Санкт-Петербургом, правительством Санкт-Петербурга и правительством Республики Абхазия. Это придаст особый импульс и динамику нашим взаимоотношениям. Мы впечатлены тем процессом, который сегодня здесь происходит. Мы понимаем, что огромная нагрузка на местных властях, непосредственно вы принимаете активное участие. И, конечно же, очень рады, что Санкт-Петербург и остается культурной столицей и экономической столицей. Желаем вам успехов, развития. И, конечно же, будем нацелены на выстраивание особых взаимоотношений. Спасибо вам большое.
На полях Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения об установлении дружественных связей между Тупарчалским районом Абхазии и Приозерским районом Ленинградской области. Церемония подписания прошла в присутствии президента Абхазии Бадры Гунба и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Соглашение подписали глава Тупарчалского района Исидор Дочи и глава администрации Приозерского района Александр Соклаков. Соглашение предусматривает сотрудничество в области культуры, образования, спорта и туристических обменов. Председатель правительства Южной Осетии Константин Джусоев пригласил президента Абхазии Бадру Гунба посетить 18-20 сентября республику и принять участие в первом международном экономическом форуме. Константин Джусоев и Бадра Гунба пообщались на полях Петербургского экономического форума, сообщает Юго-Осетинское информагентство РЭС. Очень хорошо, очень приятно, очень приятно. Еще раз пользуясь случаем, хочу пригласить Кичтан. 18-20 сентября у нас первый экономический форум. Будет очень приятно, если вы приедете. Мы будем рады вас видеть. Кстати, наши народы всегда поддерживали друг друга и в тяжелые дни, и в дни, когда наши страны праздновали те или иные события. Это события хорошее, важное, так что мы обязательно будем рядом, как всегда, с нашими братьями. Спасибо. Спасибо большое. Это взаимно. Спасибо. Огромный привет моему брату. Я его... В ходе визита в Санкт-Петербург президент Абхазии Бадра Гунба провел встречу с абхазской диаспорой, проживающей в городе. Обсуждались вопросы развития абхазского языка, национальной культуры, экономики и молодежной политики. В мероприятии также приняли участие студенты, обучающиеся в Санкт-Петербурге. Бадра Гунба ответил на все волнующие вопросы соотечественников, уделив особое внимание развитию языка и культуры, поддержке молодежи, а также планам по укреплению взаимодействия с диаспорой. Глава государства выделил ключевые направления, которые являются приоритетными для страны и требуют особого внимания нового правительства. Для нас приоритетны установление правопорядка, развитие экономики, расширение всесторонних отношений с Российской Федерацией, а также укрепление здравоохранения, образования и спорта. Именно на решение этих задач нацелено новое правительство, отметил глава государства. За последние 15 лет это первая встреча президента страны с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге. Президент подчеркнул важность таких встреч, позволяющих укреплять связь с соотечественниками, проживающими за пределами Родины. Абхазия готова предоставить возможность обсуждения и рассмотрения новых логистических маршрутов, сказал депутат парламента, участник ПМЭФ Инар Гизба. Об этом сообщает «Спутник Абхазии». Логистические новые перспективы могут быть полезны как для региона, так и для тех потенциальных экономических партнеров, с которыми взаимодействует и Российская Федерация. Абхазия может эффективно встроиться в новую конфигурацию, подчеркнул парламентарий. Абхазия заинтересована в прямом авиасообщении с Белоруссией, рассказал в интервью «Спутник» депутат парламента Инар Гизба, участник форума. По его словам, интерес к Абхазии среди белорусских граждан растет. Приезжают не только туристы, но и родственники, друзья, соседи. Наша продукция уже представлена на белорусском рынке. Мы рассчитываем, что в перспективе удастся наладить и прямое авиасообщение. Возможно, уже в следующем году, отметил Гизба. Делегация парламента Абхазии во главе со спикером Лаши Ашуба принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. Мы продолжаем показ цикла документальных фильмов «Как это было», посвященного 80-летию первого президента Абхазии Владислава Арценба. Что предшествовало вводу миротворческих сил СНГ в зону грузино-абхазского конфликта, каковы были особенности проведения операции, а также ее результаты, об этом следующие два фильма. Официальный ввод миротворческих сил в Абхазию состоялся 21 июня 1994 года. В республику прибыли первые подразделения миротворцев. В течение
течение недели вошло 1800 человек. Это 3 батальона, которые были расположены на территории Абхазии и 1 на территории Зугдидского района Грузии. С началом ввода в зону конфликта коллективных сил было осуществлено разъединение вооруженных формирований конфликтующих сторон, образованы зоны безопасности и ограничения вооружений. Это помогло остановить кровопролитие. Также были созданы необходимые условия для политического диалога между сторонами. Идеи размещения каких-то международных военных, которые бы контролировали соблюдение режима прекращения огня, они появились еще в ходе широкомасштабного конфликта. В частности, и в июле этот вопрос был отражен в соответствующих документах 1993 года. Трехстороннее соглашение о прекращении огня и механизме контроля за его соблюдением было подписано 27 июля 1993 года в Сочи при посредничестве России. Документ предусматривал вывод грузинских войск из Абхазии, ввод международных наблюдателей и миротворцев, а также переговоры под эгидой ООН о полномасштабном урегулировании конфликта. Было проведено несколько встреч или раундов переговоров в Женеве и в Нью-Йорке до подписания в Москве главных документов. В апреле 1994 года заявление о мерах по политическому урегулированию, четырехстороннее соглашение о добровольном возвращении беженцев и перемещенных лиц. После подписания этих документов Совет глав государств Содружества независимых государств принял заявление о проведении операции по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта. 14 мая 1994 года в Москве был подписан еще один главный документ – соглашение о прекращении огня и разъединении сторон. На основании документа в зону конфликта направлялись миротворческие силы СНГ. Мы согласовали все конкретные вопросы, связанные с проведением этой операции, и абхазская сторона намерена действовать в строгом соответствии с этим соглашением. Дело в том, что войска у нас все готовы. Сейчас вот осталось только в 345-м полку определиться, какой боевой и численный состав они могут выделить. Вот. И, пожалуй, все. Я считаю, что миссия моя здесь закончена. Доклад президенту и начинаем действовать. Итак, первую часть фильма «Миротворческая операция по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта» смотрите в понедельник, 23 июня в эфире Абаза ТВ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия информирует о том, что гражданка Республики Абхазия Фридона Авицба, проходившая лечение в государстве Израиль, и ее мама при содействии посольства Российской Федерации в Израиле вывезены в столицу Иорданского хашемитского королевства Оман. В ближайшее время они будут отправлены в город Стамбул Турецкой Республики для последующего возвращения в Республику Абхазия. Информация правоохранителей МВД Абхазии проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию Кима Сергея Олеговича, 1990 года рождения, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. 19 июня при конвоировании из ИВС УВД по Гагарскому району в СИЗО МВД поселка Дранда из-под стражи совершили побег 3 лиц. Барцыц Дмитрий Гурамович, 1984 года рождения, обвиняемый в покушении на хищение чужого имущества. Акопян Александр Мигирович, 1997 года рождения, обвиняемый в покушении на хищение чужого имущества. Ким Сергей Олегович, 1990 года рождения, обвиняемый в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта, а равно сбыте наркотических средств в особо крупном размере. По указанию вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут, по тревоге был поднят личный состав оперативных подразделений ведомства. В результате проводимых разыскных мероприятий в тот же день были задержаны 2 заключенных – Барцыц и Акопян. В
Сухуми проводятся работы по освещению центральных улиц. На данный момент идут работы по улице Воронова и на въездах в столицу с восточной и западной стороны. Уже закуплено более 1000 осветительных приборов. Планируется приобрести еще более 2000. Ввиду большого обращения граждан и запроса среди гостей столицы, глава администрации города Сухум Агурба Тимур Михайлович издал распоряжение разработать план мероприятий и сразу же пустить его в работу по освещению улиц и дорог города Сухум, столицы нашей. Так, в рамках этого распоряжения, этого поручения был разработан план мероприятий по освещению центральных улиц города Сухум. На данный момент мы проделали работы по улице Воронова. С одной стороны были заменены все осветительные приборы, были заменены нехватающие столбы, опоры. Далее мы перешли к 2 въездам в город Сухум. Это с восточной и западной стороны. На данный момент работы по освещению с восточной стороны въезда в город Сухум, так называемого Синопа, тоже полностью завершены. Производятся работы по замене опор от въезда западного со стороны Псов. Далее в планах у нас ряд центральных улиц. Это Гулия, Когония, Леона. То есть в планах заменить старое освещение полностью, где приборы более или менее новые, мы их будем просто обновлять. На сегодняшний день более 1000 осветительных приборов закуплено в работе, вот они все в работе. Далее у нас еще по плану приобрести около 2000 осветительных приборов для замены и освещения улиц нашей столицы, нашего родного города. Почему мы это сейчас все быстро, в ускоренном темпе делаем? Потому что ожидаем большое количество гостей, отдыхающих. Кроме того, силами администрации города Сухум ведутся работы по реконструкции въезда в столицу. Об этом сообщает исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации столицы Беслан Богатели. Видео пресс-службы столичной мэрии. Администрацией города ведутся работы по реконструкции въездной группы в столицу. Планируется устройство дорожной и пешеходной инфраструктуры, озеленение и новые зеленые насаждения, а также будут восстановлено освещение дороги республиканского значения, проходящей через город. Научная конференция «Светская и духовная словесность в историко-культурном контексте» проходит в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Гулия. Мероприятие посвящено важной дате. 1700 лет назад в городе Никея состоялся Первый Вселенский собор, в котором принимал участие и пицунский епископ Стратофил. Наряду с абхазскими учеными в конференции принимают участие представители Института мировой литературы имени Горького. Подробнее Надежда Боровикова. Более 40 абхазских и российских ученых-филологов, историков, археологов, богословов и искусствоведов принимают участие в научной конференции «Светская и духовная словесность в историко-культурном контексте». Мероприятие проводит Абхазский институт гуманитарных исследований имени Гулия в честь юбилея Первого Вселенского собора. Именно 1700 лет тому назад, день в день, в 325 году в Никее, в современном городе Изнике на территории Турции в данный момент открыли Первый Вселенский собор, где должны были принимать очень много правил. Когда будут отмечать Пасху, и сделали днем выходным воскресенье. И плюс еще 20 таких правил. Мы с гордостью можем сказать, наш пицунский Стратофил принимал участие. С российской стороны в конференции принимают участие сотрудники Института мировой литературы имени Горького. Часть из них презентует доклады по видеосвязи. Многие присутствуют лично. Возглавляет делегацию доктор филологических наук Марина Щербакова, давний друг Абхазии. Я знаю лично Марину Ивановну Щербакову.
Институт мировой литературы в Москве имеет тесные связи с нашей кафедрой. Мы проводим общие мероприятия, различные конференции. Всегда приглашает нас Марина Ивановна на свои конференции. Это бывают конференции международного масштаба, в которых участвуют мои сотрудники. И, конечно, участвует наш институт гуманитарных исследований в этих конференциях. Мы различные проекты осуществляем вместе с Мариной Ивановной по ее приглашению. У нас, например, в мае месяце у них есть такой главный проект, над которым они работают. Он называется «Русские ученые студенчеству». У нас, например, в проекте уже 3 года подряд мы проводим предзащиты дипломных работ в мае месяце. В этих предзащитах участвуют, наши коллеги. И со стороны Института мировой литературы участвуют доктора наук. Обычно это очень солидная комиссия, состоящая из 5-6 ведущих сотрудников этого института. Конференция продлится 2 дня, и расписание настолько плотное, а доклады представляют такой взаимный интерес, что участники даже не уходят на перерыв. Российские ученые интересуются историей христианства в Абхазии, а абхазские ищут способы решения научных головоломок, над которыми работают. Абхазия древняя православная страна, но, однако, до сих пор мы не имеем переведенной Библии. И мы занимаемся переводом Библии, но это сложно, без богословского редактора невозможно. Плохо то, что в Абхазии нет богословской школы, у нас нет богословского словаря, но, надеюсь, когда такие конференции, ты видишь, какие недостатки есть, с какой стороны подойти развитие языка, духовности, наш Абхазский институт гуманитарных исследований делает все возможное для развития языка, культуры, истории, археологии. Культурно-политические связи Абхазского царства и Владимира Суздальской Руси, Пицунда как христианский религиозно-духовный центр, вопросы религии в повестке Дурипского схода 1931 года и другой богатый научный материал докладчиков записывается. И спустя некоторое время материалы конференции будут опубликованы в рамках отдельного сборника. Надежда Боровикова, Сасрыкуа Гухава, Абаза ТВ. Новости культуры. В Министерстве культуры Российской Федерации состоялась встреча замминистра Андрея Малышева с главой Минкульта Абхазии Дауром Кове. В ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества в сфере исполнительского искусства. Отдельное внимание было уделено расширению гастрольной деятельности, в том числе участию театра в Абхазии в зарубежной программе «Большие гастроли» Всероссийского гастрольно-концертного плана, сообщает телеграм-канал Минкульта России. Учитывая широкий спектр двустороннего культурного сотрудничества, стороны уделили внимание обсуждению проекта межведомственной программы на 2026-2028 годы, которые условились подписать на полях Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Кроме того, Андрей Малышев поблагодарил абхазских партнеров за поддержку Международного детского культурного форума. Творческая молодежь Абхазии вновь посетит Москву уже в августе. В этом году исполняется 85 лет со дня основания Союза художников Абхазии. К этой дате Союз художников республики подготовил телевизионный очерк, посвященный творчеству современных художников. Выпуск первый — натюрморты, портрет о художнике-живописце Руслане Габле. В этом году исполняется 85 лет Союзу художников Абхазии. В далеком 1940 году в Абхазии появилась эта организация. В общем-то, как и во многих республиках Советского Союза. Тогда эта организация курировала творчество художников в самых разных его проявлениях. Сегодня Союз художников Абхазии также активно участвует в общественной и культурной жизни страны. Это и выставки, и международное сотрудничество. И наш телевизионный проект о художниках мы посвящаем этой знаменательной дате. Каждый цикл нашего телевизионного выпуска он будет посвящен представителю старшего поколения художников, которые уже долго состоят в Союзе и представляют искусство Абхазии здесь, в нашей стране и за ее пределами. Первый выпуск телевизионного очерка, посвященного творчеству современных художников, натюрморты, портрет о художнике-живописце Руслане Габле, смотрите в нашем субботнем эфире в 19:30.
Русдрам показал журналистам превью спектакля «Мышеловка». Пьесу на основе одноименного произведения Агаты Кристи поставил режиссер Андрей Сидельников. Получился не просто увлекательный детектив, а глубокое погружение в человеческую психологию. С первых же минут зрителей затянуло в отрезанный от всего мира и заснеженный пансион. Напряжение нарастало не только на сцене, но и в зале, и постепенно превратилось в зловещий триллер с элементами черной магии. «Мышеловка» не просто спектакль, это эмоциональное путешествие для тех, кто умеет думать, способен чувствовать и не разучился удивляться. В любом случае развязка будет неожиданной, а шок гарантирован, пишет Апснепресс. На канале Абаза ТВ премьера художественного фильма «Сотворение». Накануне на сцене Русского театра драмы имени Фазиля Искандера произошло по-настоящему знаковое событие. Спустя 55 лет в Абхазии был показан художественный фильм «Сотворение». Лента, снятая в 1970 году по мотивам произведений Георгия Гулия, долгое время считалась утраченной. Благодаря усилиям семьи писателя Джумы Ахуба и поддержке театра фильм был найден в архивах Госфильмофонда и возвращен зрителю. Режиссер картины Николай Мащенко – один из ярких представителей советского поэтического кинематографа. В фильме звучит музыка Алексея Чичба, песня на стихи Дмитрия Гуля и Баграта Шинкуба. Главные роли исполнили Валерий Кове, Антонина Левтий и сам Джума Ахуба. Особую ценность фильму придает то, что он был снят в Абхазии, на ее горных склонах, в долинах, у моря, в знаковых исторических местах. Сразу после выпуска новостей мы покажем вам сюжет с вечера показа, а затем сам фильм «Сотворение» в обновленной версии. Команда КВН «Нарт» из Абхазии готовится к выступлению в Екатеринбурге. Сегодня она вместе с командами высшей лиги «4 Татарина» и сборной МАИ приняла участие во встрече выпускников КВН. Ведущим шоу стал Валдис Пельш. В число членов жюри вошли Сергей Светлаков и космонавт Олег Новицкий. Телеверсию шоу покажут на Первом канале. О спорте. Нестор Цушба стал победителем теннисного турнира «Кубок жемчужины Подмосковья» среди спортсменов до 15 лет в одиночном разряде. Соревнования прошли в Москве 20 июня. Нестор тренируется в Академии Александра Островского под руководством Сергея Ларионова. Является воспитанником мастера спорта Абхазии по теннису Элизабет Акуция. Сейчас о погоде. В выходные дни 21 и 22 июня территория Абхазии окажется под переменной облачностью. В субботу с полудня дождь разной интенсивности, гроза, в воскресенье без осадков. Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Ветер слабый и умеренный. Температура воздуха от 13 до 18, ночью, днем от 20 до 25 градусов. Температура морской воды 22 градуса, волнение морской воды умеренное и значительное, относительная влажность воздуха от 60 до 80%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире. Удачных выходных!